Селям алейкум, сайглы телесержелер. Я рада приветствовать вас на гостеприимной кухне Софра Габуйрнус, где готовятся замечательные блюда с интересными людьми. Сегодня наш гость удивит неимоверно вкусным блюдом из морепродуктов, и я уже спешу его представить. Президент футбольного клуба «Казалташ», общественный деятель, директор театра морских животных Альберт Куршутов. Еще несколько лет назад герой нашей программы и подумать не мог, что свяжет свою жизнь с одним из самых популярных видов спорта в мире – футболом. Его успех во многом определяется выбором правильной стратегии развития, позволяющей максимально реализовать свой профессиональный потенциал. Так, на сегодняшний день Альберт Куршутов является президентом футбольного клуба «Казалташ». Не останавливаясь на достигнутом, он активно занимается и общественной деятельностью, твердо выражая свою позицию во благо общества. И сегодня Альберт Куршутов поделится авторским блюдом из черноморской рыбы, о котором вы скоро узнаете на кухне Софра Габуйрнус. Альберт ага, селям алейкум. Хош келдіңіз, рада вас видеть у нас в гостях. Как ваше настроение? Хорошее, весеннее. Сегодня вы к нам пожаловали с замечательным блюдом. Что это будет? Решил поделиться таким вот своим секретом приготовления, наверное, одного из самых любимых моих блюд. Это уха из черноморской рыбы, которую мы можем немножко интерпретировать название и назвать его уха по-ялыбойски или по-дерекойски. Очень вкусно, оно еще очень полезное. Мне нравится готовить это блюдо, и я люблю это блюдо есть. И мы приступаем. С чего мы начнем? Расскажем, какие виды рыбы мы сегодня будем использовать. Да? Значит, мы используем самые стандартные виды черноморской рыбы. Да? То есть это черноморская ставрида, мы используем луфарь, кефаль. И в конце используем семгу, объясню зачем. Значит, все мелкие сорта рыбы мы используем для того, чтобы выварить их, да, и превратить их в бульон, да, то есть выварить полностью. Все крупные сорта рыбы, такие как кефаль и семгу, будем использовать в конце для того, чтобы как непосредственно мясо, которое будет в этом блюде. Хорошо. Вижу, у нас еще на столе картофель, лук и зелень. Да, ну это уже такие сопутствующие, да, ингредиенты, которым мы будем наполнять нашу уху. Альберт Бей, только посмотрите, как жалостно они на нас смотрят. Да вообще нет, посмотрите на их счастливые глаза. Что вы говорите? Где вы увидели в этих глазах жалость? Радость, посмотрите, радость, праздник. Ведь они на программе Софра Габуйрнус. Это очень ответственно. Я же вас тоже должен научить правильно это делать. Любая домохозяйка должна уметь готовить уху, потому что уха это то блюдо, которое все мужчины очень любят. Угодить любому, даже самому привередливому мужчине, мужу и так далее. Как легко, просто делится. То есть просто мы сделали, да, то есть нам нужно просто будет это выварить. Откуда вообще пошла вот эта традиция и то, что я сейчас хочу рассказать относительно вот вываривания рыбы. Значит, интересно, расскажите. Началось, когда рыбаки начинали выходить в море, ловить рыбу и так далее. Вечером с приходом первой лодки обратно ставился большой чан, большой казан, значит, туда наливалась вода. И первые рыбаки, которые приходили, они уже отсортировав рыбу, у них оставалось там 2-3 килограмма рыбы, которая была там мелкая была, нестандартная, не та, которая должна была пойти на рынок. Рыбаки приходили, высыпали ее в чан просто и садились рядом с этим костром для того, чтобы ждать других рыбаков. Приходили следующие, брали свою, а эта рыба уже варилась. С каждым разом все больше рыбы. Варилась. Следующие приходили, свою порцию кидали, садились тоже отдыхать вокруг этого костра. Следующие. И получается, первая рыба уже вываривалась полностью, да, и превратилась в единый бульон. А новые рыбаки подвозили новую рыбу и тоже ее туда опускали. Как примерно интересно. Через несколько заходов это превращалось в такой очень густой наваристый бульон из абсолютно разных видов рыбы, да, которую уже можно было, наверное, назвать хаш только из рыбы, да, то есть из разных видов рыбы. Поэтому и говорят, что если будут использоваться разные сорта рыбы поочередно, да, вывариваясь для того, чтобы получить тот самый аромат, тот самый неповторимый вкус именно черноморской ухи. Какая у вас самая любимая рыба? Самая любимая рыба – барабуля. Альберт Бей, я набрала воды. Да, ставим на плиту, доводим до кипения, на среднем огне просто варим. То есть я думаю, что это займет минут 30-40, потому что рыба мелкая, она выварится, в принципе, за это время. Хорошо, тогда я займусь этим. Спасибо. Нам нужно туда, в наш бульон, также добавить лук, его выварить. Мы можем кинуть лук целиком. Так, добавляем лук в наше блюдо. Все будет очень вкусно.
Альберт Ага, мы все о блюде, да, о блюде. А вот хотелось бы узнать о вашем пути. Чем вы занимались ранее, до своего бизнеса? Учеба заняла достаточно продолжительный период в моей жизни. И причем то, чем я начинал изначально заниматься, перепрофилировался. После школы я занимался долго творчеством, там играл на музыкальных инструментах и пел, и мне очень хотелось петь, и моей маме очень хотелось, чтобы я пел. И у меня были определенные таланты в этой части, поэтому я, вопреки тому, что школу закончил очень хорошо, всего с 3 четверками, остальные 5, папа очень хотел, чтобы я был инженером, экономистом, там, меня очень тянуло на сцену. Поэтому, вопреки тому, что у меня был очень хороший аттестат, я попал в училище культуры. Это была специальность организатора досуга, хормейстер-вокалист. Папе это жутко не понравилось, у нас были очень много с ним таких полуконфликтных ситуаций на эту тему. Да, он долго говорит, как так, мой сын там и пошел учиться, там петь он будет и так далее. Это длилось недолго, до первого. Что вы чувствовали в этот момент, когда вот у вас есть мечта, такая цель, мама сцена? в меня очень сильно верила, и мама очень хотела, мама вот мечтала, чтобы Альберт был на сцене, поэтому здесь вот мама меня в этой части поддержала очень, и я поступил в училище культуры, его благополучно закончил, и, собственно говоря, за этот период у меня вся жизнь была именно связана с творчеством, я и выступал, и создавал группу, участвовал в разных конкурсах, писал песни, побеждал там, и так далее. И вся жизнь была где-то вокруг песен, вокруг музыки там, и так далее. Меня это очень сильно увлекало. Я был практически 20 часов в сутки занят абсолютно разными, начиная от того, что где-то днем организовывал какие-то детские эстрадные конкурсы в Дворце культуры профсоюзов. После этого бежал где-то в ночном клубе, вел дискотеку. Какая жизнь насыщенная. Такая была очень бурная, насыщенная жизнь. И все было здорово, все это мне очень нравилось. И после этого я уже занялся больше менеджментом ресторанным, уже стал руководить там ночными клубами, ресторанами и так далее. И больше развиваться в этой части. Я очень сильно устал уже, и морально истощился, и физически сказал, что все, я больше ночной жизнью не могу. И я сказал, я хочу что-то в своей жизни поменять. Мне сделали предложение переехать в Ялту и стать коммерческим директором театра морских животных «Акватория». Для меня это было абсолютно что-то непонятное. Я никогда в жизни не видел дельфинов. Для меня это было необычно, что-то абсолютно необычное и такая авантюра даже, но я всегда люблю начинать что-то, в чем я вообще не понимаю, да, то есть, так же, как и позже. Вам интересно это все начинать, да? Интересно такое то, в чем ты вообще не понимаешь, то, что вообще не твое, и мне много раз говорили, то есть, зачем тебе нужно то, что вообще с тобой абсолютно никак не связано, и ты вообще не тот человек, который этим должен заниматься. С какой чертой характера это связано, как вы думаете? Какая-то, знаете, доказать самому себе, что ты сможешь делать то, в чем вообще не разбираешься. Это было в 2006 году. Значит, по картофелю. Я много раз задавал себе вопрос, как правильно резать картофель, да, то есть все зависит от того, наверное, сколько времени вам осталось на то, чтобы его сварить. Ага. Но, в принципе, я считаю, что уха по-настоящему и красивая уха всегда получается, если мы делаем картофель вот такими... Да? Хорошо. Возвращаемся к вашей деятельности. В принципе, я вам хочу сказать, что это был тот же шоу-бизнес, которым я привык заниматься, да, то есть это была та же сцена, только артистами и актерами это уже были не обычные люди, а это уже были морские животные, что несколько усложнило сам процесс. Да. Мне пришлось изучить полностью химию, воды, какие-то ветеринарные тонкости, познакомиться с тренерской работой морских млекопитающих, потому что я был руководителем. Для того, чтобы руководить, ты должен знать идеально работу своего подчиненного. Да? Поэтому пришлось очень много изучать, и, в принципе, мне это все нравилось, поэтому у меня все это заняло не так много времени, как могло бы, только из-за того, что было безмерное желание действительно сделать красочное шоу и сделать этот дельфинарий одним из лучших. Да? То есть я никогда не люблю заниматься тем, в чем я не смогу преуспеть и выйти на какие-то лидирующие позиции. Сложно ли руководить такой большой, огромной командой? Руководить всегда сложно любой командой, неважно, большой, маленькой и так далее, потому что это все люди, и все люди разные. Но когда собираются люди, которых можно назвать профессионалами, да, то вы всегда, и если вы еще связаны в едином порыве, единой идеи, единым стремлением и желанием, то это всегда делать просто, потому что каждый профессионал на своем конкретно ключевом посту знает прекрасно свою работу и знает, что нужно делать. Да? И поэтому с профессионалами всегда делать любое
дело гораздо проще. Да, обязательно должны быть люди, которые будут разделять с тобой свою идею. Они будут просто приходить на работу для того, чтобы зарабатывать какую-то зарплату, да, там, и мучаясь, находясь на этом рабочем месте. Что у нас еще по блюду? У нас осталась та рыба, которую мы будем закидывать за, наверное, минут 10-15 до полного приготовления этого блюда. Ну, мы, конечно, предварительно это все подготовим. Да, взяли некрупную кефаль, мы ее разделим всего лишь напополам. Так легко и просто. Да, все, напополам разделяем. И осталась у нас семга. Интересует совсем небольшая часть. То есть мы просто ее должны разделить такими кубиками. То есть мы ее делим, отделяем от кожицы. Я проделаю сейчас то же самое. Получаем филейную часть. Семга и кефаль, она должна будет у нас свариться одновременно. Я всегда, когда есть дома, ну, а в Ялте мы достаточно часто едим рыбу благодаря тому, что есть практически круглый год доступности черноморской рыбы, и она всегда свежая. Всегда, когда мы жарим рыбу, мы обязательно в этот же день готовим уху, да, то есть потому что... Это уже традиция, да, такой, такая? Да, вот рыбный день, как бы, да, получается, и готовим все наши любимые блюда, которые мы готовим из рыбы, да, то есть и уху, и жарим, и у меня очень любят дома, чтобы запеченную рыбу в духовке. Да, я заметила, что ваша семья очень любит морепродукты. Да. Думаю, это из-за вас. Такое, да. Альберт Бей, возвращаясь к деятельности, чем вы занимались после того, как вам предложили должность быть директором такого замечательного дельфинария? Знаю, что вы увлекались автоспортом. Ну да, это вот как раз возвращаясь к теме того, что всегда мне интересно было заняться чем-то, что мне абсолютно не свойственно, да. В какой-то момент я познакомился уже в Ялте с ребятами, которые занимались тем, что на внедорожниках, как по мне на тот момент, просто пытались максимально быстро передвигаться по бездорожью. Вас не пугало это скорость? Не, меня как раз увлекло. Я говорю, а что это? Я с ними поехал один раз, посмотрел на это, второй раз посмотрел, потом решил себе тоже, значит, построить такую машину, на которой я смогу делать то же самое. Я построил первую Ниву, приехал на соревнования, посмотрел со стороны, уехал, понял, что эта машина не годится. Построил себе следующую, тогда была это Nissan Terrano, и поехал на официальные соревнования. Это называлась дисциплина ралли-рейды. Это один из видов автоспорта. Это, ну, такие известные соревнования, как ралли Париж-Дакар и так далее. Это был самый большой песчаный массив в Европе, Алешевские пески. Называлась гонка «Чумацкий шлях», в которой я первый выступил. Ну, я, конечно, не занял никакого призового места, но на тот момент эта спортивная дисциплина меня полностью поглотила, да, и я уже дальше не представлял. То есть в моих венах, наверное, кровь поменялась на бензин, как бы, да, то есть вот там желание постоянно получать адреналин. Это, на мой взгляд, во-первых, один из самых красивых видов автоспорта, один из самых сложных. То есть, если в классическом ралли и так далее люди имеют возможность ознакомиться с трассой, да, то ралли-рейд — это то, когда ты едешь первый раз по этой дороге, и едешь, как, что говорится, на глаза, да, то есть как видишь, так и едешь. В тот момент как раз все мои друзья, которые меня знали, говорят, подожди, ну, где Альберт, и где вообще автоспорт, где скорость, где машины? Там еще была музыка до этого. Как это вообще? Ну, я сказал, подождите, пожалуйста, дайте мне время, я докажу, что я это тоже могу. Мы тратили много времени, сил, средств на то, чтобы уже в дальнейшем подготовить более профессиональные автомобили, готовили себя, тренировались. Пришли к тому, что сначала в любительской категории, которая называлась «Рейд», мы достигли достаточно хороших результатов и выиграли, побеждать начали в кубках и в чемпионате Украины. После этого на правах того, что я выиграл любительскую категорию, я получил право перехода в более высокий класс, в категорию спорт. И мы сформировали свою команду, которая состояла из 3 крымских экипажей. Это были друзья ваши, да? Да, это были друзья, это были, с которыми мы начинали. Один экипаж из Ялты и один экипаж из Феодосии. Мы сделали свою команду, в которой начали выступать. Что самое интересное, я все-таки, вопреки сомнениям моих друзей, добился того, что стал достаточно частым гостем на всех подиумах. Да, то есть мы всегда забирали призовые места. И всегда все удивлялись, как так получается, говорит, что 1, 2, 3 место и все крымчане. Как бы, и все в одном цвете, мы все были желтые комбинезоны. После 5 лет моих выступлений, к сожалению, были травмы, спина, да, мне уже не позволила дальше выступать, и мне пришлось отказаться от этого вида спорта. Сейчас хотели бы вернуться? Я хотел бы вернуться всегда. Адреналина, вот того, которого вот ты получал во время этого автоспорта, конечно, его нет, и компенсировать чем-то другим его не получается.
Вот. Также и впоследствии, когда я уже бросил заниматься автоспортом, занялся своей там, политической карьерой, в какой-то момент появился футбольный клуб «Кызылташ», ну, про историю которого уже, я думаю, что все телезрители летом точно знают. Да. И опять же, это был такой стартап, как бы, да, то есть это была такая идея. Ну, я до момента появления «Кызылташа» не смотрел никогда в жизни футбол. Вот я клянусь. Ну, безразлично относились, да? Не то, что безразлично, я вообще не понимал, ну как может 22, ну, не бегать по полю, пинать что-то. Чудака бегать за одним мячом. Ну, там, возьмите 22 мяча и бегайте, чего за одним бегаете? Ну, и не мог понять это вообще, для чего этот вид спорта. Я его ни в школе не любил, ни после, никогда не смотрел его по телевизору и так далее. И вот то, что я действительно, это было не мое, я это никогда не любил, я никогда с ребятами не ходил смотреть футбол, когда они меня звали и так далее. Мне в какой-то момент стало интересно, ну, а может попробовать, да, а может я смогу, как-то сама судьба и жизнь начала как-то к этому подводить. И в итоге я сказал, давайте я попробую. Но опять же, вот это мое, что если я начинаю чем-то заниматься, я должен довести это, во-первых, до того, чтобы это стало лучшим, или там, да, значимым, или там победить. То есть вот это вот моя черта, ну, как бы меня начала двигать на то, что я, ну, мне захотелось сразу не просто там команда по мини-футболу, а большой клуб. И сразу захотелось, чтобы этот клуб выступал во всех лигах. И вот, ну, и то... Сразу 3 команды. Куда мы сегодня-то 3, позже 6, как бы, команд, да, там порядка 150 заявленных игроков было за «Кызылташ». Мой друг и партнер, и мой... Товарищ? Мой друг, не знаю, единомышленник, да, Эльдар Ячик, с которым мы начали развивать этот клуб. Позже появился уже Энвер Седометов, который в дальнейшем и сегодня является главным тренером. Энвер Седометов, ведь вы к нему приехали с просьбой о том, чтобы ваша команда выступала на соревнованиях, а он приехал на эту встречу для того, чтобы вас уговорить. Отговорить, да. От того, что не нужно заниматься этим, нам не нужно, ну, то есть ничего не получится, потому что они очень много времени до этого пытались создавать похожие какие-то проекты, и все всегда не получалось. Постепенно, он же молодой был тренер, как бы вместе с нами развивался, и вот сегодня мы его сегодня будем уже в новом круге чемпионата, он будет уже выступать в роли главного тренера футбольного клуба премьер-лиги. Да, то есть до этого он занимался любительским футболом и так далее. Вот. Ну и, собственно говоря, собрали тех людей, которым стало интересно с нами идти и двигаться, и развиваться. Это хорошо. Те, кто оказывался чуть слабее или, может, уже не подходил по уровню, те оставались в командах низших дивизионов. Те, кто готовы были физически и профессионально, двигались с нами дальше и продвигались уже в профессиональном виде спорта, да? Да. То есть сегодня как бы есть главная задача, это добиться того, чтобы мы попали в тройку, но мы все равно стремимся, что-то пытаемся постоянно менять, конструировать там и так далее, вот, с учетом тех возможностей, которые у нас есть. Вот. И сегодня задача номер 1 для клуба, для того, чтобы я сказал, что на этом этапе мы с этим справились, попасть, конечно, в тройку лидеров этого чемпионата. Ну, пока... Я думаю, что это свершится благодаря вашему труду, упорству и команде единомышленников. Будем надеяться. К чему мы приступаем сейчас? Ну, сейчас нам необходимо процедить для того, чтобы вся вываренная рыба, мелкие косточки и так далее, чтобы все это убрать из нашего бульона, да, чтобы он остался в чистом виде. Поэтому сейчас мы через мелкое ситце его процедим. Рыбу мы убираем? Рыбу мы все выбрасываем, да, потому что мы все самое ценное из нее уже взяли, да. То есть мы самое главное получили эту рыбную юшку. Хорошо, тогда я этим займусь. Мы всю нашу массу процедили. У нас остался такой наваристый, красивый бульон насыщенный. И нам осталось добавить немного картофеля. Пока у нас варится картошка, можем нарезать зелень, которую мы будем в конце, перед подачей, добавлять некого такого аромата, ну и красоты. Будучи в спорте, с чем новым вы столкнулись? Знаете, я для себя открыл один из новых, ну, для меня видов, который я бы разделил, отличил бы вообще менеджмент, такой как спортивный менеджмент, да, он имеет абсолютно другую платформу, на которой строится, да. Если где-то мы можем уйти, да, то есть создав какую-то систему, создав какой-то перечень порядков, положений, там, регламентов, которыми мы можем выстроить свой бизнес, как бы, да, свое управление этим бизнесом и так далее, там, или, ну, направлением каким-либо, то в спортивном менеджменте очень много что опирается на человеческий фактор, да, на много таких вот тонких нюансов, которые очень сильно влияют на результат. И при изучении того или иного вида спорта, когда погружаешься вовнутрь, начинаешь, ну, уже познавать более тонкие
нюансы, да, которые раньше не были известны, да? Да, на которых все это строится. Ну, например, один из примечательных или интересных, на мой взгляд, да, допустим, фактов о футболе. Если изначально, когда я только начал этим заниматься, мне казалось, что футбол могут выиграть просто там 11 профессиональных футболистов, которые быстро бегут, которые техничны, которые хорошо справляются с мячом. Больше физическая сторона, да? Да, там и так далее. То после того, как мы, в принципе, получили хорошо технически оснащенных футболистов, но при этом не смогли сразу там выиграть, да, то есть мы перешли к вопросу психологии, да, то есть и настроя футболистов. Я в конечном итоге пришел к одной очень интересной мысли, которая у меня в голове родилась, что, возможно, для победы совсем и не нужно, да, то есть там сверх там большой скорости или сверх каких-то супертехнических каких-то навыков, да, имея это, не имея внутри стержень, да, то есть желание, волю к победе, да, то есть какой-то такой вот спортивный, такой вот по-спортивному злой характер, да, то есть можно проигрывать. Ты можешь, да? Да, ты можешь быстро бежать, быть очень техничным, но все проиграть. Поэтому очень важно вот психологическое состояние футболистов. В топ-клубах есть психологи, есть отдельные тренировки психологические, которые обучают футболиста, как правильно настроиться на игру, да. Тренеры-мотиваторы есть, которые специально перед игрой общаются, настраивают спортсмена на победу, да, и так далее. То есть много вот таких вот очень интересных нюансов, которые связаны именно с психологией. Но будучи в этом деле, вы, конечно, обращаете внимание на такие незначительные нюансы, на которые, например, я, в свою очередь, далека от футбола не обратила бы внимания никогда. Как красиво падает спортсмен, либо как изящно забивает гол. И мужчины, и женщины все одинаково полюбили этот вид спорта. Ну, по крайней мере, в нем начали разбираться хотя бы чуть-чуть. А что касается телеканала «Милет», так я думаю, здесь все разбираются в футболе, потому что мы очень плотно сотрудничаем. Все футбольные новости из жизни футбольного клуба «Кызылташ» так или иначе освещаются на этом телеканале, за что, кстати, отдельное спасибо. Да, наблюдается такая тенденция. Настал тот самый момент, последний этап почти завершающий. Семгой уху не испортишь. Добавляем соль. Уважаемые домохозяйки, мы специально используем очень вкусные сорта рыбы. Не надо загружать этот суп либо другое блюдо большим количеством специй. Вообще используйте их минимально. Да. Вам самое главное подчеркнуть те нотки вкуса, которые есть непосредственно у рыбы, у той или иной, которую вы используете. Поэтому не заглушайте эти вкусы вообще бесполезным количеством всех этих невкусных специй. Достаточно соли, перца и в конце на 1 минуту опустить и вытащить обязательно из бульона 1 листочек лаврового листа. Вот так, дорогие телезрители, для того, чтобы получился наваристый суп, необходимо владеть такими нюансами. Альберт Ага, я знаю, что у вас растут 3 прекрасные дочери. Разделяют ли с вами ваши интересы? Ну, во-первых, это девочки, да, то есть, у них совсем другие увлечения, но при этом они всегда стараются быть в курсе всех основных событий, которые происходят в жизни у папы. И иногда, конечно, бывают у меня достаточно философские, сложные разговоры со старшей дочерью, которая 8 лет, Каролиной. Вот, она у нас девочка такая очень интересная, и вот она со мной начинает долгий разговор о том, что пап, вот как бы найти такой один день, чтобы ты вот с утра до вечера провел его со мной, значит, потому что ты все время занят там, и так далее. И наверное, давит, да, это, наверное, единственный человек в мире, который меня может до такой степени отчитать спокойным голосом, так, чтобы мне стало действительно стыдно, и я действительно об этом задумался. Самое интересное, то, чего не было у нас, например, в жизни, да, когда ребенок первый раз понимает, что папа может быть здесь, а может быть вот по этому телевизору, по которому показывают мультики. Папа везде, одним как словом. папа там тоже, здесь же мультики показывают, а что там папа делает? Да, То есть, диссонанс такой. Да, и дети на это очень интересно реагируют вообще. Вот, поэтому, они прекрасно знают, чем занимается их отец, они знают, разбираются в этом всем, они знают очень многих людей, как и из моей работы, так и из футбола и так далее, лично, имеют с ними определенные дружеские отношения и так далее. Причем Каролина даже, когда, допустим, команда проигрывает, она все время говорит: папа, возьми меня с собой, я сейчас им там устрою. Нет, я их сейчас там устрою, читает. Они пойдут копать картошку на огород, там бабушки, еще что-то. Молодец. Вот. Тот эффект, когда ты возвращаешься домой, и 3 девчонки бегут к тебе навстречу, да, там. Вот эти многие очень интересные моменты, которые может дать только девочка по отношению к отцу. Любовь дочерей, она совсем другая. Вам, наверное, это хорошо известно. Нет. Да. 1 листочек буквально лаврового листа, ровно на 1 минуточку мы здесь опустили. Мы можем уже красиво это все
преподнести. Но перед этим я хотела бы у вас спросить, какие человеческие качества вы цените? Ну, во-первых, это честность. Я считаю, что неважно, какая правда она, хорошая, плохая, да, то есть люди должны быть честны. И самое главное, я считаю, вот в честности и в правде не обманывать никогда самого себя. Дорогие телезрители, такой шедевр у нас получился. Гениальный рецепт от Альберта Бея. Замечательное ухо. Жаль, что не передать аромат. Мы только украсили укропом и петрушечкой, уже подали к столу. Хочу всем пожелать приятного аппетита, и можно будет радовать своих мужчин настоящей, хорошей, ялыбойской, такой ялтинской ухой. Альберт Бей, ваши наилучшие пожелания нашим дорогим телезрителям. В целом хочу пожелать всем хороших, солнечных, прекрасных весенних дней, чтобы весна в полном объеме подарила те самые главные, исконные чувства, которые всегда ассоциируются с этим временем года. Это любовь, красота и нежность. Сагулны, что пришли к нам в гости, поделились таким рецептом. Софрага буйрнус. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Желаю вам хороших и прекрасных выходных. Это была программа «Софрага буйрнус», а что Клаусон Корышкенде.